Почему что-то из ряда выходящее вон в Таджикистане становится обыденностью? Подписывайтесь на обновления и будете в курсе всего самого важного. Коррупция в Таджикистане стала обыденным делом, считают эксперты международной неправительственной организации. Власти Таджикистана не проводят необходимые реформы, чтобы искоренить коррупцию. Работа судебных органов и правоохранительных структур остается непрозрачной, говорится в опубликованном 30 января докладе. Реакции властей Таджикистана на новый доклад пока не последовало. Ранее агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана сообщило, что в результате проведенных ревизий и проверок в учреждениях Министерства образования и науки, международном аэропорту Душанбе и энергетическом секторе за 9 месяцев 2022 года был выявлен ущерб на общую сумму 76 миллионов сомани. Индекс восприятия коррупции оценивают в 180 странах. За основу берутся опросы в деловых кругах и среди экспертов. Аналитики в новом докладе отмечают, что авторитарные страны все чаще используют коррупцию как инструмент внешней политики для воздействия на демократические страны. Алтынай Мырзабекова, консультант берлинского офиса этой организации по Центральной Азии, сказала 31 января, что Таджикистан в новом индексе восприятия коррупции остался на 150-м месте, наряду с Афганистаном, Камбоджей, Гватемалой, Ливаном и Нигерией. По ее словам, страна набрала 24 балла по 100-бальной шкале, где 0 – это максимальный уровень коррупции, 100 – ее отсутствие. В опубликованном в прошлом году отчете у Таджикистана было 25 баллов. Это свидетельствует о том, что коррупция в стране стала обыденным делом, говорит Мырзабекова. По ее словам, в Таджикистане последние годы усиливается авторитаризм. Власти не проводят необходимые реформы для борьбы с коррупцией. Консультант по Центральной Азии говорит, что коррупция в Таджикистане носит глубоко системный характер и свидетельство тому отсутствие независимости в работе судебных и правоохранительных органов, непрозрачность в работе государственных органов и отсутствие реальной отчетности их перед обществом, а также наличие конфликта интересов, особенно на верхнем и среднем уровнях власти. А как вы относитесь к такому отчету и согласны ли вы с ним? Как вы ощущаете на себе коррупцию в Таджикистане? А независимый юрист Бахтиёр Насрулоев уверен, что в Таджикистане не наблюдается прогресс в борьбе с коррупцией. Эта борьба нередко ограничивается публикацией брошюр и листовок, призывающих к искоренению коррупции. Если вы обратили внимание, уголовные дела по факту коррупции власти возбуждают в основном против чиновников сферы образования и здравоохранения, а также в отношении лиц, ответственных за распределение земельных участков. Такое впечатление, что коррупцией и взяточничеством занимаются только они. На самом деле, коррупции в местных органах власти и правоохранительных структурах в разы больше, говорит Насрулоев. На днях Шавкат Бабазада, бывший директор агентства по экспорту при правительстве Таджикистана и экс-глава Минпрома страны, покинул СИЗО после уплаты штрафа в размере 128 тысяч сомани. В отношении Шавката Бабазада в сентябре 2022 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статье 247 «Мошенничество в особо крупном размере» Уголовного кодекса Таджикистана. Привлечение к уголовной ответственности одного высокопоставленного чиновника – это не показатель борьбы с коррупцией, это борьба с последствиями коррупции. Основная причина коррупции, на мой взгляд, отсутствие общественного контроля за работой чиновников, наделение их многочисленными полномочиями, считает Бахтиёр Насрулоев. Якуб Халимов, таджикский журналист-расследователь, говорит, что в последнее время поступает много жалоб на сотрудников таможни, ЗАГСов, паспортных столов. В Таджикистане почти не осталось ведомства или организации, где коррупция не пустила корни, утверждает собеседник. Где-то сотрудники получают взятки, где-то процветает непотизм и кумовство. Коррупция почти везде: в роддоме, детсаде, школе, ГАИ, финорганах. Для того, чтобы выявить факты коррупции и взяточничества, нет необходимости в создании каких-то комиссий. Достаточно побывать в этих ведомствах и учреждениях в качестве обычного посетителя, говорит Якуб Халимов. Организация в своих рекомендациях Таджикистану отмечает, что властям необходимо обеспечить верховенство закона и препятствовать монополии власти. А как вы думаете, когда-то Таджикистан сможет побороть коррупцию, или это уже хроническая болезнь? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!